Мое отношение личное к геноциду. Вы знаете, будучи адыгом, черкесом, не признать геноцид, я считаю это равносильно тому, что Салих Ибрагимович, что балкарец не признает, что была репрессия болгарского народа. Это равносильно тому, что чеченец не признает. Это, считаю, равносильно, если очень пафосно сказать, что Владимир Владимирович Путин, президент России, не признает Россию. Да, история, она такова была, что эти горькие и страшные страницы в нашей истории имеются. Но разве сегодня живущие в этом повинны? И мы должны помнить, и я хочу, чтобы молодежь знала, в 1992 году, когда во главе был парламента Кармулков, приняли решение о становлении парламента Кабардино-Балкарской республики о том, что был геноцид, и обратились с просьбой во властные структуры России. Это решение было поддержано, безусловно, нами всеми, кто тогда рядом находился во власти. И мы это приняли осознанно, осмысленно, потому что народ так воспринимал, и история была такова. В последующем почти 2 года были попытки в коридорах властных и у Бориса Николаевича Ельцина все-таки получить указ, чтобы Россия признала этот геноцид. И почти что было все сделано. Почти были собраны все подписи. В то время участвовали в этом ныне живущие многие, об этом помнят, безусловно, помнит Кармолков, помнит, к сожалению, Владимира Мухаммедовича нет. Многие те, кто Кетов, Ажахов, помнят об этом Шахрай, Филатов, который был администрацией президента. Эти бумаги со всеми визами лежали на столе у Ельцина. Только оставалось подписать. И буквально перед майскими нашими событиями, когда мы отмечаем 21 мая, наш траурный день, подталкивали, и Владимир Мухаммедович очень настойчиво просил подписать его до этого дня. И почти уже все было сделано. То ли провокация, то ли не специально, но желая лучше. Несколько человек, представителей черкесских, на Красной площади с плакатами, требованием, что мы не хотим усеченного признания геноцида, мы требуем политического признания, территориального возмещения и материального возмещения, возвращения всех соплеменников. Вот с такими плакатами выставили небольшой десант. Конечно, их тут же быстро убрали, но тем не менее сделано было самое худшее. Естественно, после этого сообщили это быстро доброжелатели Борису Николаевичу, и он отвел проект и сказал: передайте Валерию Пугову, пока мы воздержимся. И ответил письмо, и 18 мая мы получили письмо за подписью Бориса Николаевича вместо указа. Я хочу, чтобы об этом знали, и это очень важно, чтобы понимали. Еще раз говорю, в сегодняшнее время мы, к сожалению, не можем. Оказывается, признание геноцида за собой влечет действительно очень много других. Если только политическое признание, это можно было бы сегодня уговорить. И я думаю, что те люди, которые сегодня и в России живут, и понимают, что это можно было принять, и на этом закончить. Но за этим следуют вот эти шаги, которые, безусловно, в требованиях входят. Я это все говорю вот почему. Нам, конечно же, нужны вот такие работы. Нам нужно признание, и все, что умалчивалось, должно стать достоянием людей, и не надо стесняться истории, не надо бояться истории. Мы понимаем, что сегодня живущие наши, естественно, сограждане ни в чем не повинны. Мы никому не можем сегодня предъявить никаких претензий, но знать историю, признать его и шагнуть дальше с открытым лицом, честно глядя друг другу в глаза, конечно же, мы сегодня этого хотим. Я сегодня, волей судьбы, облаченный в этой должности, конечно же, буду делать все, чтобы хотя бы это политическое признание состоялось. И думаю, что мы найдем единомышленников, мы найдем людей, которые поймут и поддержат.